يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. Итоги битвы при Ухуде. Происшествие в местности Бир-Мауна. Выселение племени Бану ан-Надыр. Мусульмане вернулись с битвы при Ухуде ослабленными от ран. Были убиты и были ранены. Печаль овладела ими. Какую ночь провели тогда мусульмане? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в свой дом. Он отдал меч своей дочери Фатиме со словами: «О, доченька, смой с него кровь. Клянусь Аллахом, сегодня он верно служил мне». Погибли лучшие сподвижники пророка. В скольких домах были ранены и погибшие, шахиды. Ту ночь мусульмане провели при усиленной охране, опасаясь, что многобожники нападут на них. От этого мусульмане не были ограждены. Только Аллах знает, какую они провели ночь. Скорбь и печаль. Раненые, убитые и ослабленные. Утром следующего дня пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел своим сподвижникам дать еще один бой многобожникам, несмотря на раны и боль. Он повелел им выйти в поход. Он сказал: «Пусть со мной на это сражение идут только те, кто принимал участие в битве при Ухуде». К нему пришел даже глава лицемеров Абдуллах ибн Убейя. Но пророк, мир ему и благословение, отверг его предложение выступить вместе с ним. Да, это и есть истинная смелость и мужество. Что было при Ухуде, то было, но мы забудем наши раны и пойдем на новое сражение. На утро второго дня пророк двинулся вместе с войском, отяжеленным ранеными воинами, по направлению к месту, называемому Хамра аль-Асад. Он решил здесь подождать многобожников. Если они вернутся, то обнаружат мусульман сильными, подготовленными к сражению. Многобожники также остановились. Некоторые из них захотели вернуться в Медину, но колебались. К пророку пришел мужчина, который принял ислам недавно. Его звали Маабад аль-Хузаи. Узнав, что случилось с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, он опечалился. Тогда пророк велел ему направиться к многобожникам и убедить их в том, что они проиграют новое сражение. Когда Маабад аль-Хузаи достиг стоянки многобожников, то обнаружил, что среди них были и желающие вернуться, чтобы убить мусульман, и боящиеся мусульман. Тогда он обезнадежил их, сказав: «Воистину, Мухаммад и его товарищи собрали войско против вас, они желают вновь сражаться против вас. В этот раз с ними в бой выйдет и тот, кто не выходил вчера». Пророк и его сподвижники, несмотря на свои раны, провели в ожидании многобожников несколько дней, однако ничего не произошло. Ни один многобожник не осмелился прийти и выступить против посланника Аллаха и его сподвижников. Аллах Всевышний не спаслал аят. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. Этот поход был назван Хамра аль-Асад. В нем посланник Аллаха со своими сподвижниками одержал моральную победу над многобожниками.
В семье каждого сподвижника после битвы при Ухуде были или раненые, или погибшие, или шахиды. Душевная боль их усиливалась, и тогда Аллах ниспослал успокаивающий аят. Положение одинаковое. Страдаете вы, но страдают и они. Однако есть разница. Вы надеетесь заслужить рай, ширина которого равна небесам и земле, а они... Чего они желают? Как это могло случиться с нами, когда с нами находился посланник Аллаха? Это религия Аллаха. Как же это произошло с нами? Словно задавались вопросом сподвижники. То есть в битве при Бадре вы одержали победу, но в Ухуде произошло то, что было предопределено. Если же вы захотите узнать, что есть причина случившегося с вами, вначале вы одержали вверх, однако смотрите, что произошло на горе лучников. Среди людей были те, кто остался, и те ослушались. Которые оставили гору лучников. Все оставшиеся на горе были убиты. Это и есть причина наказания. И причиной является ослушание Аллаха. Поэтому все понесли наказание, и даже посланник Аллаха. Его постигло то же, что и их. О Господь, каково будет воздаяние тем ослушавшимся, из-за которых были ранены мусульмане? Господь ответил: Аллах велик. Прощение от Аллаха было ниспослано сразу же. Прощение от Господа милостивого, прощающего и щедрого. И Аллах приказал своему пророку: Великий и всемогущий Аллах повелевает своему пророку просить прощения за них после того, что они сделали. Грех их был очень большим, опасным, так как чуть не погиб посланник Аллаха, и погибли лучшие сподвижники. Однако Господь простил ослушавшихся лучников, тех, кто ошибся. Он пожелал сделать это уроком для верующих. В этой ситуации глава лицемеров и его сподвижники начинают говорить, что если бы умершие были с ними, то они не умерли бы и не были убиты. Аллах же ответил им такими словами: Отвратите от себя смерть и убийство, если вы говорите правду. Наш великий и всемогущий Аллах в битве при Ухуде пожелал очистить ряды, испытать людей и отделить их друг от друга. Выделить правдивого верующего и отличить скверного от хорошего. Это была мудрость, которую пожелал Всевышний Аллах. У верующих же это увеличило лишь веру и убежденность. Пришла группа людей из двух племен, Адаль и Аль-Кара. Они пришли, чтобы просить у пророка отправить к ним тех,
кто бы обучил их религии. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, направил с ними 6 или 10 сподвижников. Однако на самом деле это было лишь вероломством со стороны людей этих племен. Когда они достигли колодца под названием Ар-Раджи, люди из этих племен обманули мусульман. Они подготовили для них засаду. Одних сподвижников они убили, других пленили. Среди пленных были Зейд ибн Дасина и Хубейб ибн Ади. Их отправили в Мекку и продали. Жители же Мекки желали возмездия за своих потерянных при Бадре. А ведь Хубейб и Зейд принимали участие в этой битве, поэтому их морили голодом и мучили. Передано, что в то время, когда в Мекке не было никаких плодов, Хубейб, да будет доволен им Аллах, ел виноград. Аллах кормил его. Прежде чем убить его, распяли. Он попросил своих мучителей дать ему возможность совершить кое-что до своей смерти. Он был первым в истории человеком, попросившим это. Он попросил их дать ему возможность совершить 2 ракята молитвы. Ему разрешили сделать это, и он молился 2 недлинных ракята. После этого спросили его: «Хочешь ли ты, о Хубейб, чтобы на твоем месте сейчас был Мухаммад, а ты бы вернулся в круг своей семьи и детей?» Хубейб ответил: «Клянусь Аллахом, я не хочу, чтобы Мухаммада, находящегося среди своей семьи, больно укололи хотя бы одним шипом, пока я буду сидеть вместе со своей семьей. Что, мол, вы такое говорите?» Затем он воздел свои руки к небу и воззвал: «О Аллах, сочти их число и убей их одного за другим, не оставляя из них никого». Затем он прочел следующие строки: «Мне все равно, как умру я ради Аллаха, если я буду убит, будучи мусульманином. Это ради сущности Бога. И если Он пожелает, то благословит суставы растерзанных частей тела». Его убили, распяли и убили и Зейда. Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, постигло огромное несчастье. Были убиты 10 из его лучших сподвижников. Через некоторое время к нему пришел мужчина из Неджда. Его имя было Амир ибн Малик. Он сказал посланнику Аллаха: «Отправь со мной несколько людей, чтобы те призывали жителей Неджда к исламу». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил вместе с ним 70 из лучших сподвижников. Они были лучшими чтецами Корана. Они были из наиболее знающих сподвижников пророка. Когда они достигли колодца, называемого Бир-Мауна, то отправили одного из наилучших сподвижников пророка по имени Харам ибн Мильхан к одному из предводителей многобожников, к Амиру ибн ат-Туфайлю. Харам ибн Мильхан прибыл к нему с посланием от посланника Аллаха. Когда этот враг Аллаха, Амир ибн ат-Туфайль, прочел его, то приказал человеку подойти сзади к Хараму ибн Мильхану и убить его. Тот человек взял копье, приблизился сзади к Хараму, читающему послание пророка Аллаха, призывающего к исламу, и вонзил в него свое копье. Копье пробило грудь мусульманина. Харам поднял свои руки, обогренные кровью, и обтер ими свое лицо, а затем сказал: «Аллах велик, я добился успеха, клянусь Господом Каббы». Да, Харам был убит, а после него были убиты остальные 70 сподвижников. Их убили люди из племени Усая, Рахаль и Закван. К этим 3 племенам обратился за помощью Амир ибн ат-Туфейль, и они уничтожили сподвижников пророка. Эта весть дошла до пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 70 из лучших его сподвижников были убиты один за другим. Какое это великое горе, какое несчастье постигло посланника Аллаха. Пророк в гневе сказал: «Усая ослушались своего Господа». В течение 30 дней он во время утренней молитвы призывал проклятие на эти 3 племени. В каждой своей молитве он призывал Аллаха наказать эти 3 племени, так как они убили одних из лучших сподвижников посланника Аллаха, да благословит и приветствует Аллах его и его род. Аллах же ниспослал следующие строки: «Две беды одна за другой постигли посланника Аллаха и его сподвижников. Несчастье при Ар-Раджи, а затем при Бир-Мауна». Бану ан-Надыр. Это было племя иудеев. Узнав, что случилось с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в битве при Ухуде,
Они стали строить козни и плести интриги с целью убить пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В начале 4-го года по хиджре пророк вместе с группой из сподвижников направился к племени Бану ан-Надыр. Среди них был Абу Бакр, Умар, Али и некоторые другие сподвижники. Он прибыл к этому племени и обратился к ним за помощью в выплате выкупа за убитых, следуя договору, заключенному между ними. Люди из племени Бану ан-Надыр приняли посланника Аллаха, но в сердцах их была ненависть. Они вынашивали дурные замыслы против него. Они посадили пророка и его сподвижников возле стены и обратились к своим людям. Кто взберется на эту стену и бросит этот жернов на голову Мухаммада Абуль-Касыма? Давайте убьем его и отдохнем от него. Это сделать вызвался самый злосчастный из них, Амар бин Джихаш. Он взял жернов, чтобы бросить его на голову посланника Аллаха. И это несмотря на то, что между ними был договор. Хотя, какой договор может быть между иудеями и мусульманами? Когда Амар бин Джихаш уже готов был бросить жернов, Джибриль сообщил посланнику Аллаха об их вероломном замысле. Тогда пророк быстро поднялся со своего места, вышел и вернулся к себе домой. Сподвижники начали искать посланника Аллаха, но не нашли его. Они поняли, что он ушел, и поспешили к нему. Пророк сообщил им о происшедшем. После этого вероломного поступка пророк принял решение, что люди из Бану ан-Надыр нарушили договор, поэтому они не будут больше соседствовать с ними в Медине. Он направил к ним Мухаммада ибн Масляму с требованием максимум за 10 дней покинуть свои жилища. Мухаммад ибн Масляма прибыл к ним, и люди из Бану ан-Надыр стали готовиться к путешествию, не в силах сопротивляться пророку и его сподвижникам. В то время, когда они готовились к отъезду, к ним пришел Абдуллах ибн Убейя ибн Салюль, глава лицемеров. Он сказал им: «Не делайте этого, не покидайте своих жилищ. У меня есть 1000 бойцов, которые будут сражаться вместе с вами, и я также буду сражаться вместе с вами». Об этом сообщил Аллах. Он сообщил об Абдуллахе и лицемерах. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. И в самом деле племя Бану ан-Надыр оставило сборы и начало готовиться к сражению, так как их поддержали лицемеры. И племя Атафан также обещало сражаться с ними. Все стали готовиться к сражению. Об этом узнал пророк. Он направился к ним и взял их в осаду. Когда это случилось, Абдуллах ибн Убейя ибн Салюль убежал и оставил людей без помощи. Так же поступило и племя Атафан и другие, как об этом сообщил Аллах. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. Они оставили без помощи племя Бану ан-Надыр. Их покинули и отказали в помощи даже люди из Бану Курейза, тоже племя иудеев. Тогда люди из Бану ан-Надыр укрепились в своих крепостях. Они думали, что это укрепление защитит их. У них были финиковые пальмы, за которыми они скрывались, чтобы оттуда наносить удары посланнику Аллаха и его сподвижникам. Аллах же разрешил пророку, да благословит его Аллах и приветствует, срубить эти пальмы и сжечь их. Он приказал сподвижникам уничтожить и сжечь их. أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Таким образом, после срубки и сожжения этих пальм, племя Бану ан-Надыр осталось без укрытия. Они проиграли. Пророк разрешил им покинуть свои жилища, но не разрешил брать с собой никакого оружия. Им было разрешено лишь взять то, что можно погрузить на верблюда. Они нагружают свое имущество и начинают разрушать свои дома, окна, двери, все, что могут сломать. Они погрузили свое имущество на верблюдов и покинули свои жилища. Кто же выселил их? هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. Сподвижники видят, как они ломают дома, которые сами же и построили. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Так было полностью выселено племя Бану ан-Надыр. Это было воздаянием за их вероломство и нарушение договора. По прошествии года после битвы при Ухуде, в этой битве никто не одержал победы. Не одержали победы ни мусульмане, ни многобожники. Однако две стороны договорились встретиться в решающем сражении на следующий год. Поэтому, когда настал 4-й год по хиджре, месяц Шабан, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел вместе с 1500 воинами. Знамя нес Али ибн Аби Талиб. Да будет доволен им Аллах. Пророк направился к местечку, называемому Бадр. Там он простоял лагерем 8 дней и ночей. Все племена, все арабы на Аравийском полуострове прослышали об этом, узнали о предстоящем сражении. Пророк ждал войска многобожников. Абу Суфьян вышел во главе 2000-го войска. Его войско было больше войска мусульман на 500 человек. Также у многобожников было 50 всадников. В войске же мусульман было всего 10 всадников. Однако, несмотря на это, Абу Суфьян, уже ведя свое войско к Бадру для битвы с мусульманами, передумал. В его сердце поселился страх, им овладела слабость. Он принялся искать повод, чтобы избежать сражения и вернуться домой. Абу Суфьян понимал, каково войско мусульман. Он представлял себе, как будут сражаться Мухаммад и его сподвижники. Абу Суфьян собирает 2000 воинов и говорит им: «О люди, вы знаете, что этот год засушлив, и это не тот год, в который следует сражаться. И если бы это был плодородный год, то для нас было бы лучше. Мы бы пасли наших животных и пили молоко». Он продолжил: «Я возвращаюсь. Так возвращайтесь живы». И тогда вместе с ним вернулись все 2000 воинов. Не возразил никто из них. Всех их постигла слабость. Всех их охватил страх. Он вошел в их сердца. Если этот год засушлив для вас, то этот год засушлив и для мусульман. Однако это лишь унизительное проявление приниженности и позора. Пророк, мир ему и благословение, подождал 8 дней, возможно, неверующие прибудут, и произойдет сражение. Однако они свернули с пути сражения, испугались и повернули обратно. Таким образом, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, одержал моральную победу, дабы знали арабы и все племена, что войско мусульман непобедимо. Пророк победителем вернулся в Медину. Он пробыл в Медине 6 месяцев. Через 6 месяцев пошел 5-й год по хиджре. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, узнал, что возле Дамаска находится поселение, называемое Думат аль-Джандаль. Расстояние между ним и Дамаском было в несколько ночей. В этом месте собрались арабы и разные племена для похода против пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они перекрыли дорогу, занимались грабежом, желая напасть и на жителей Медины. Пророк, узнав об этом, собрал войско и поспешил туда вместе с 1000 воинов. Он направил его в то поселение, чтобы остановить этих людей от того, что они желают совершить. Пророк вышел со своим войском. Они шли ночью и прятались днем. Это было сделано для того, чтобы застать многобожников врасплох. Как только пророк, да благословит его Аллах и приветствует, достиг того места и разбил лагерь, все собравшиеся там племена сбежали. Испугались люди и убежали по долинам и ущельям. Ни один из них не сражался с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк вместе со своим сильным, могучим войском вернулся победителем. Войско, могущественное своей религией, непобедимо.
Одна проблема повстречалась на пути посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует его сподвижников. В пустыне были распространены кочевые арабы. У них не было ни родины, ни укреплений, ни крепостей. Они наносили удар и убегали, грабили и обворовывали. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, решил ослабить их, одержав над ними победу. Он узнал, что 3 племени из Атафан собрались в одном месте. Пророк поспешил выдвинуться против них. Против этих племен выступило 400 или, как приводится в других источниках, 700 человек. Это сражение было названо Зат-ар-Рика. Как передается, так оно было названо потому, что в этой битве ступни сподвижников покрылись трещинами, и они вынуждены были обмотать свои ноги, река, небольшим куском ткани. Другое мнение о названии сражения заключается в том, что оно получило свое название из-за знамен. Они были порваны, и их залатали. Этот глагол имеет тот же корень, что и название. Третье мнение, что там была разноцветная гора. Пророк быстро собрал войско. В одном из мест он встал лагерем, чтобы сражаться и одержать победу над ними. Издалека мусульмане стали кидать в противников стрелы, однако собравшиеся арабы поспешно убежали, рассыпались, испугавшись силы пророка и его сподвижников, чувствуя почтенный страх перед исламом и мусульманами. Об этом сражении, названном Зат-ар-Рака, прослышали все. Многобожники начали бояться посланника Аллаха и мусульманское государство. На обратном пути, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники возвращались из похода, они увидели дерево. В пути сподвижники всегда оставляли место под деревом, которое давало тень посланнику Аллаха, а сами расходились по ущельям. Пророк заснул в тени этого дерева. Свой меч он повесил на него же. И тут один из многобожников скрытно подобрался к нему. У пророка не было охранников. Он подошел к пророку, когда тот спал, и схватил его меч. Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, проснулся. В этот момент мужчина занес меч над посланником Аллаха, желая убить его. Вокруг не было никого, кто бы мог защитить пророка, и пророк в этот момент был безоружен. Многобожник поднял меч и сказал: «О Мухаммад, кто же сейчас защитит тебя от меня? Все, один удар, и все закончится». Пророк ответил ему со всей уверенностью: «Аллах, то есть Аллах защитит меня от тебя». Тогда меч затрясся в руках мужчины и упал на землю. Пророк схватил меч и поднял его над мужчиной, сказав: «Кто сейчас защитит тебя от меня?» Тот ответил: «Твоя доброта и прощение, о Мухаммад». Тогда пророк призвал его принять ислам. Тот отказался. Однако пообещал, что никогда не будет сражаться против него. И тогда пророк отпустил многобожника. Этот мужчина вернулся к своему народу и сказал: «Я вернулся от лучшего человека. Как сказал Аллах, мы отправили тебя только в качестве милости к мирам». В одну из ночей этого же сражения пророк направлял сподвижников для охраны. Вызвался Амр ибн Ясир и Аббад ибн Бишр. Они договорились нести дозор по очереди. Первый спал первую часть ночи, а второй — вторую. Когда был дозор Аббада, в него вонзилась стрела многобожника. Аббад тогда молился. Однако он не прервал молитву. Затем в него попала вторая стрела, а затем и третья. Аммар заметил это. Он увидел, что Аббад истекает кровью, да будет доволен им Аллах. Он спросил его: «Почему ты не разбудил меня?» Тот ответил: «Я читал суру из Корана и не хотел прерывать ее». Какое размышление над книгой Аллаха! Таков был посланник Аллаха, да благословит Аллах и приветствует его и его род. И таковыми были его сподвижники, да будет доволен ими Аллах. Компания iMedia
Выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.